Ну а тем временем в правительстве, как стало известно накануне, считают, что в контроле за повышением цен на продукты все средства хороши. И даже искусственный интеллект. Вы удивились? А вот зря. Вчера в ходе традиционного брифинга после заседания Кабмина министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев заявил, что введение цифровых технологий, в том числе и искусственный интеллект, позволит казахстанским предприятиям снижать себестоимость продукции и повышать ее конкурентоспособность. Будет производиться лучшая продукция, будет производиться более конкурентная продукция, а конкуренция, она всегда идет на благо. Конкуренция, она приводит в том числе и к снижению цены на конечную продукцию. Можно, пожалуйста, уточнить, о какой продукции идет речь? То есть снижение цен на какие товары вот казахстанцам? Это практически нет, это же законы бизнеса. То есть если у тебя есть условно 2-3 производителя, и чем больше их 5-10 производителей, то, конечно же, задача каждого из этих производителей будет продать свою продукцию. А как это возможно, как сделать? За счет снижения цены, за счет качества и снижения цены, правильно же? Потребитель как определяет товар? Цена, качество. Поэтому это распространяется на все виды продукции. Здесь нельзя выделить что-то. Что же до одного из главных продуктов на столах казахстанцев, это, разумеется, мясо, то о распространении искусственного интеллекта на его ценообразование в правительстве не сообщили. Зато гарантировали, что дефицита точно не будет. Правда, признали, отрасль развивается медленно, поэтому пообещали увеличить господдержку фермерам. Все меры будут приняты. Уже мы в этом году запускаем программу льготного финансирования на приобретение поголовья скота, как племенного, так и товарного. Мы уже увеличили норматив субсидий. Это для завоза племенного поголовья с наших традиционных рынков для увеличения поголовья, первое. Второе – это улучшение продуктивности действующего стада. Соответственно, те логистические проблемы, с которыми столкнулись наши фермеры, они будут уже нивелированы за счет увеличения норматива субсидий. Это как раз логистика внутри сядет. Все это в конце мы видим, кратное увеличение, еще раз повторюсь, поголовья всех видов животных и, соответственно, полное насыщение внутреннего рынка. Поэтому говорить о том, что мы будем импортировать говядину с других стран, это в корне неправильно.